Сегодня в видео-новостях Академии наук Якутии мы расскажем о начале декады, посвященной памяти выдающегося государственного и общественного деятеля республики Василия Васильевича Филиппова. Два запоминающихся события начала декады мы подробно показываем нашим зрителям. Приятного просмотра! 25 марта 2025 года стартовала декада, посвященная выдающемуся государственному и общественному деятелю Василию Васильевичу Филиппову. 28 марта состоялся выезд учащихся в Академию наук Республики Саха, Якутия и Государственное собрание Ил-Тумен. Мы сейчас пройдем к нему в кабинет, познакомимся. На встрече в Академии учащиеся встретились со всем руководством Высшей научной организации Якутии. Президент Академии, член-корреспондент РАН Леонид Владимиров подарил от Академии памятные подарки, в числе которых памятный ключ входа на портал «Энциклопедия Якутии». Также он рассказал о деятельности Василия Филиппова на посту президента, а вице-президент Геннадий Толстых раскрыл замысел создаваемого энциклопедического многотомника. Зайки bu QR koduna onu koyacak. İPA bağlı inisiyatifine kendi turu sunduğundan bu ensiklopediye onun sağlamlıkta başlıklı tohumun olduğunda. Bu belgesel. Belgesel ki sizin şkolun tanımı. Böyle ensiklopediye bir ama daha önce Сама идея энциклопедии Якутии принадлежит первому президенту Республики Саха-Якутия Михаилу Ефимовичу Николаеву. Это было важным таким вот атрибутом наряду, значит, с высшей школой музыки и многих его вот таких идей и начинаний. Поэтому очень хорошо, что начало положено, вышел первый том. Всего предполагается издание 4 томов энциклопедии Якутии. Некоторые могут быть даже состоять из нескольких книг. Но, тем не менее, мы набрали такую вот скорость, будем выпускать где-то 1 том в 2 года. Это порядка 730 страниц и вес одной книги 3 килограмма 600 грамм. Есть только Татарстан, Башкортостан и вот у нас. Мы освоили методику Башкирии. Далее ребятам была раскрыта работа Академии наук Якутии через призму мероприятий и достижений Академии под руководством Василия Васильевича Филиппова. Презентацию по данной теме представил вице-президент Сергей Попов. Его избрали, ну и в принципе назначили также президентом Академии наук. Где вы находитесь? Это Академия наук. Этапу жизни, вот вы видите, тут он в 1978 году фактически кандидатскую диссертацию защитил. Он был таким всю свою жизнь. Да, то есть фактически он лектором стал, только получивший диплом доктора наук. Ребятам были показаны кадры из выступлений Василия Филиппова, раскрывающие перспективы научного и технологического развития республики. Встреча оказалась не столько памятной для ребят, но вдвойне полезной и поучительной.
Сегодня мы собрались здесь на Тюмень Республики Саха-Якутия 2-го созыва и народного депутата Республики Саха-Якутия 3-го созыва. В 1994 году по инициативе первого президента Республики Михаила Ефимовича Николаева была создана Академия наук Республики. Была достигнута поддержка со стороны руководства Республики, Сибирского отделения Российской Академии наук и научного сообщества Республики. Это примеры объединения больших коллективов исследователей для реализации крупнейших проектов. Супруга Василия Васильевича, родственники, близкие люди. Сегодня мы находимся около здания, где построил его Василий Васильевич. Здесь он жил. Василий Васильевич прежде всего в нашей памяти остался как инициатор строительства высшей школы, как человек, который создал нашу Академию наук, будучи первым президентом, и человек, который в парламенте держал пульс в сторону развития науки и образования. У него были планы по Тамторскому месторождению редкоземельных металлов. Он планировал одного из первооткрывателей этого месторождения, Толстого Александра Васильевича, держать на пульсе Тамторское месторождение, о котором сегодня мы Николаем Петровичем Пахаленко, почетным действительным членом Академии наук, академиком РАН, обсуждали этот вопрос. И Николай Петрович нам тоже ставит задачу: не упустите это. Это будущее республики, это вторая Алроса. И доходы этого крупного месторождения мирового значения должны быть у республики. Мы должны это дело продолжить. И парламент нашей республики, и правительство, и, конечно, мы, ученые, в этом должны приложиться. Сейчас идет декада памяти Василия Васильевича Филиппова на его родине Мутахе, Горном Лусе, райцентре Бердигестяхе и Академии наук, и всех научных учреждениях. И мы это мероприятие достойно завершим. Леонид Николаевич, Николай Петрович, уважаемая Марфа Семеновна, коллеги, соратники Василия Васильевича, сегодня мы чтим память о выдающемся сыне якутского народа, горного района, село Мытах, маленького села, который подарил очень много ярких людей, в том числе нашего уважаемого Василия Васильевича. Конечно, Василий Васильевич был ярким, выдающимся человеком, который оставил след во всех, как говорится, направлениях нашей республики, начиная от строительства как профессионал, кончая законодательной темой, наукой, конечно, безусловно. И очень отрадно, что мы вспоминаем о нем. Сегодня, если бы был бы жив, мы отмечали бы 74 года Василия Васильевича. Конечно, очень жаль, что, вот, как говорится, буквально придя, как говорится, во второй раз в Академию наук, с большими, огромными планами для развития нашей республики, к сожалению, реализовать его полностью не получилось. Но правильно Леонид Николаевич говорит, что надо, дело его продолжается, дело его живет в наших делах, в нашей работе. И, конечно, пока мы вспоминаем о таких людях, как Василий Васильевич, да и другие, конечно, республика будет жива, поколение будет расти. Слово предоставляется заместителю председателя Государственного собрания Тюмень Республики Саха-Якутия Подголову Александру Григорьевичу. Для меня Василий Васильевич Филиппов в первую очередь ученый и политик. Я хотел бы остановиться больше на втором его качестве.
Он часто в своих выступлениях поднимал большие философские вопросы развития глобального социума, которые волнуют нас и сегодня. Далеко не все смогли оценить их глубину и значимость. Теперь, сопоставляя его слова, тревоги за будущее и с той практикой международного развития за последние десятилетия, мы видим их правоту и своевременность. И сама фигура Василия Васильевича, как ученого и политика с отдаленной дистанции, видится более выпукло и масштабно. Я был знаком с Василием Васильевичем больше 25 лет. На протяжении этого времени мы часто общались. Мы участвовали в одних и тех же мероприятиях в городе и республике. Находилось время для товарищеских бесед и споров. Очень таким вот вдумчивым, глубоким ученым в своей области. И это вот отражено то, что он был избран членом-корреспондентом Российской академии наук. Это не политика, это не образовательно, это его научные результаты, которые были высочайшего уровня. Я вспоминаю, как он мне помогал организовать эти исследовательские полевые работы в Горном Улусе в 2020 году. Не так просто было, понимаете, ковид. И это все такое, закрытая территория. Он свел меня с главой Улуса здесь, в Якутске. Потом я поехал уже в Перекистях, там продолжали эту работу. И если бы он не помог, эти работы просто не состоялись. Вот, потому что вот эти вот участие, дружеское отношение дорогого стоит, и это навсегда. Вот эти встречи и то, что вот он сделал, это я буду носить до конца своих дней, и ровно как уважение к тем делам и тем результатам, которые были получены с его самым прямым участием. Политика Василия Васильевича Жипова. Василий Васильевич, во-первых, он был преподавателем инженерно-техфака нашего. Во-вторых, он был ректором нашего университета, первым ректором, который был избран в свободных выборах. Он возглавил университет именно в то время, когда происходили очень сложные процессы, менялась политическая, хозяйственная структура страны. И в это время Василий Васильевич не просто сохранил тот потенциал университета, который был, он еще его приумножил. Это было очень сложно. А до сих пор ходит легенда его энергии, его управления, его энергии, организаторской энергии. Как управлялись, как организовывалось, как все это действие происходило. И мы чтим память Василия Васильевича, нашего первого ректора. Дань памяти видному государственному, политическому и научному деятелю республики проводят декаду мероприятий, посвященных Василию Васильевичу. Мероприятия проводятся в образовательных организациях, в средних профессиональных образовательных организациях, в учреждениях науки. Участвуют как школьники, так студенты, так и ученые нашей республики. В частности, вот в эти дни школьники принимают активное участие в экскурсиях, выезжают в первую очередь в Горный Улус, на родину Василия Васильевича. Ректор Анатолия Николаевича Алексеева был образован самостоятельный юридический факультет, который сегодня является флагманом нашего университета. И мы в этом году будем отмечать 25-летие основания юридического факультета нашего университета. Хотел бы отметить, что Василий Васильевич был первым президентом Академии наук Республики, а Академия наук в своих рядах сегодня имеет самых ведущих наших ученых, и он очень много внимания обращал на то, чтобы наука не жила сама по себе, а именно те открытия были реализованы в практической жизни, и в этом отношении он был во множестве своем новатором, человеком практического склада ума. В нашей семье выразить вам слова глубокой признательности за все, что вы делаете для нас, за все, что вы делаете для сохранения памяти и доброго имени нашего отца. Мы вас благодарим и всех, кто сегодня, ну и не только к проведению декады, но и данного мероприятия, на протяжении, это же только мероприятие. Вот, и нам бы сегодня перед вами хотелось бы вас поблагодарить за то, что вы
делаете такие большие усилия, личные усилия, для того, чтобы сохранять память о Василии Васильевиче.